Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости на канале таджикского телевидения. В студии Улугбек Салимбекзаде. И к основным новостям к этому часу. Сегодня премьер-министр Республики Таджикистан Кой Расулзода встретился с заместителем премьер-министра Республики Казахстан Романом Скляром. В ходе встречи стороны обсудили важные двусторонние и многосторонние вопросы. Следует отметить, что несмотря на распространение COVID-19, товарооборот между Таджикистаном и Казахстаном в 2020 году составил 909,8 миллионов долларов США. Из этой суммы товаров и продукции было экспортировано из Республики Таджикистан в Республику Казахстан на сумму 152,2 миллиона долларов и из Республики Казахстан в Республику Таджикистан на сумму 757,5 миллиона долларов США. В ходе встречи стороны отметили, что сотрудничество между Таджикистаном и Казахстаном будет укрепляться на основе успешной политики глав двух государств, и дальнейшие возможности будут использованы целенаправленно. Сегодня, 2021 года, в городе Душанбе состоялось 16-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Таджикистан и Республикой Казахстан. В Душанбе под руководством первого заместителя премьер-министра Республики Таджикистан Давлатали Саида и заместителя премьер-министра Республики Казахстан Скляра Романа Васильевича состоялось 16-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Таджикистан и Республикой Казахстан. В работе заседания приняли участие представители министерств, ведомств и хозяйствующих субъектов Республики Таджикистан и Республики Казахстан. В ходе указанного заседания стороны рассмотрели широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе основные направления взаимодействия в сферах экономики и торговли, инвестиций, транспорта, промышленности, образования и науки, сельского хозяйства, миграции, энергетики и водных ресурсов, здравоохранения, культуры, спорта и туризма. В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения взаимного сотрудничества в области привлечения инвестиций, создания совместных предприятий, а также наращивания плодотворного сотрудничества, реализации совместных проектов экономического и инвестиционного характера. По итогам работы заседания был подписан протокол 16-го заседания Таджикско-Казахстанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Также в рамках данного заседания 15 марта состоялось третье заседание рабочей группы по увеличению товарооборота между двумя странами, а также 16 марта был проведен Таджикско-Казахстанский инвестиционный форум. В рамках механизма КОВАКС Всемирной организации здравоохранения в Таджикистан прибыло 192 тысячи доз вакцины от британской компании Oxford AstraZeneca против болезни COVID-19. В связи с дискуссиями в некоторых странах Европы о негативном воздействии этой вакцины, сегодня для прояснения этого вопроса в Министерстве здравоохранения и социальной защиты населения с участием представителей Всемирной организации здравоохранения Республики Таджикистан была проведена пресс-конференция. Во время пресс-конференции представители Министерства здравоохранения и социальной защиты населения заявили, что дата начала вакцинации пока не установлена. Сотрудники министерства работают с представителями Всемирной организации здравоохранения над мониторингом ситуации вокруг британской вакцины AstraZeneca, но от компании вакцинации не отказываются. Представители ВОЗ еще не нашли никаких доказательств связи вакцины AstraZeneca с случаями тромбоза и попросила страны, получившие вакцину, не прекращать ее использование. Отметим, что во всех странах, использовавших вакцину, вакцинация и последующий мониторинг вакцинированных лиц. В нашу страну доставлено 192 тысячи доз вакцины британской компании AstraZeneca. Вакцина обеспечена необходимыми условиями хранения. Срок годности 6 месяцев. В настоящее время ведутся подготовительные работы для 6 тысяч медицинских работников, которые будут задействованы в вакцинации. Таджикистан должен получить 630 тысяч доз вакцины по механизму КОВАКС и закупить другие виды вакцин в России и Китайской Народной Республике. Мы продолжаем программу. В очередном послании президента Республики Таджикистан об основных направлениях внутренней и внешней политики страны лидер нации Эмомали Рахмон поручил правительству принять среднесрочную программу развития Республики Таджикистан на 2021-2025 годы. В Министерстве экономического развития и торговли Республики Таджикистан проведено совещание с участием представителей министерств и ведомств страны, партнеров по развитию и отраслевых экспертов с целью презентации проекта «Среднесрочная программа развития Республики Таджикистан на 2021-2025 годы». Было подчеркнуто, что в свете мудрой политики основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, Республика Таджикистан вступает в новый этап
развития. Среднесрочная программа развития Республики Таджикистан на 2021-2025 годы была создана на основе комплексного анализа возможностей, целей и перспектив экономики страны. Данная программа является вторым этапом механизма реализации национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. Для достижения высших целей в качестве важнейших направлений социально-экономической политики нашего государства определены усиление человеческого потенциала, повышение эффективности реального сектора, укрепление структуры государственного управления, устойчивое обеспечение макроэкономических показателей и социально-экономическое развитие с созданием новых рабочих мест высокого производственного уровня и создание основы для укрепления экспортного потенциала страны. Проект «Среднесрочная программа развития Республики Таджикистан на 2021-2025 годы» разработан с учетом достижений и опыта сотрудничества с партнерами по развитию и привлечения национальных специалистов, что является продолжением усилий правительства по обеспечению устойчивого экономического развития. На встрече также было отмечено, что среднесрочная программа развития Республики Таджикистан на 2021-2025 годы правительство Республики Таджикистан продолжит последовательную политику экономических реформ для достижения стратегических целей, национальных приоритетов и улучшения уровня жизни населения страны, активное вовлечение частного и гражданского общества, укрепление всестороннего сотрудничества. История Навруза, насчитывающая тысячи лет, неразрывно связана с судьбой таджикского народа. Жители Таджикистана, уважая Навруз, его традиции и обычаи, готовятся к его празднованию на высоком уровне и с особой радостью. Свидетельство тому установка самой большой символической тарелки суманака, ярких цветов и других украшений. Навруза в центре города Душанбе. Тему продолжит Зумрат Файзиева. На столичной площади Дусти в честь международного праздника Навруз установлен символ весны и Навруза – символическая многоярусная чаша суманака. Высота чаши составляет 30 метров, а ширина – 16 метров в диаметре. Также на площади, расположенной рядом с этим символом, размещен дастархан длиной 10 метров и шириной 6 метров. Он оформлен в соответствии с главными и древними традициями Навруза. Площадь также украшают различные пышные, яркие цветы и деревья и другие символы Навруза. Стена из весенних цветов длиной 45 метров, высотой 3 метра и конструкция с глобусом и надписью с праздником Навруз также украшают площадь. Сегодня на этой площади царит атмосфера Навруза. Тысячи жителей и гостей столицы ежедневно посещают центр Душанбе и знакомятся с историей этого древнего праздника. По мнению специалистов, инициатива городских властей Душанбе по украшению города в стилистике Навруза позволит таджикам, как истинным наследникам этого древнего праздника, лучше представить миру его более чем 6000-летнюю историю с ее древними обычаями и традициями. К международному Наврузу украсили не только центральную площадь, но и другие площади и улицы столицы. Вместе с тем, с 21 по 25 марта в столице страны Душанбе в честь Навруза пройдут различные культурные мероприятия. Отрадно отметить, что Навруз приходит в страну без коронавируса. С начала этого года в Таджикистане не зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19. Однако не следует пренебрегать правилами личной и общественной гигиены. Напомним, что ранее Республиканский штаб по борьбе с COVID-19 официально назвал условия, при которых должны пройти мероприятия по празднованию Навруза 2021 в Таджикистане. Согласно решению штаба, разрешено проведение культурных и спортивных мероприятий, праздничных гуляний на Навруз, но по-прежнему под запретом остаются массовые театрализованные представления на стадионах. Историко-культурная суть праздника Навруз – счастье и победа человечества, ведущая людей к взаимопониманию и мирному сосуществованию, доброте и творчеству, любви и заботе о природе и о каждом человеке. Зумрат Файзиева, Ахлидини Карим, Дельшоди Хушвакт. Новости. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу нашими коллегами. Мы не прощаемся с вами, оставайтесь с нами. Приятных вам новостей и до встречи.